Всем привет! Столкнувшись с проблемой неполной совместимости программного обеспечения между Symbian 3 и Symbian 1, обнаружил, что не идет программа ZX Reader, читалка, которой я все время пользовался. Начал искать альтернативу и нашел отличную программу Antaba. Собственно, это не просто читалка, это еще и библиотека. Итак, первый пункт, понятно, это мои книги. Книги загружаются в формате FB2, вот, ну, используются, вот, видите, какие у меня есть книги, собственно, можем в любую из них зайти, открывается книга, я сделал черно-белую схему, вы можете также в настройках, например, поменять размер шрифта, мне нравится крупный, и, например, схему с бело-черной на черно-белую, вот, и будет, как, в принципе, все привыкли видеть. Итак, это что касается, собственно, выполнения функции читалки. Единственное, что рисунки с FB2 не поддерживаются. Но самое прикольное, это библиотека. Абсолютно бесплатно. Пройдя всего лишь регистрацию, причем тоже бесплатную, мы входим в интернет, загружается каталог книг, видите, новинки, популярные, фантастика, фэнтези. И да, ну, давайте выберем, например, фантастику. Тут тоже предлагают, вот, например, боевую фантастика. Загружает список авторов. Список огромный. Количество книг, говорят, около 100 тысяч. Ну, ради прикола давайте что-нибудь посмотрим. Я не знаю даже, кто это такой. Вот, видите. И можно прям сразу начать загружать книгу. Подключается опять же к интернету. Идет загрузка файла. Отлично, быстро работает. В принципе, как видите, книги весят там, ну, по полмегабайта. Это где-то в деньгах, значит, будет, ну, не знаю, там, ну, 3 там, 5 рублей. То есть, реально, не надо никуда-то бегать, и отлично есть практически книги. Ну, и если чем-то не устраивает такой вот, типа этот, давайте я отменю, в библиотеку еще раз зайдем, то можно еще искать через поиск. Например, давайте найдем, не знаю, Пелевина. Вот, Пелевин. Выбираем его, ищем. Также подключается к сети. Ну и вот, собственно, выводит список его работ. В принципе, видите, все известные романы есть, конечно, не все и не у всех авторов есть, но в основном все известные произведения авторов есть. Видите, авторов даже больше, чем нормальный человек знает. Программа находится в стадии бета-теста, не знаю, станет ли она платной, когда станет полной версией, но вообще это отличная просто программа. То буквально получается, что ваш телефон Nokia, кстати, идет не только на Symbian 3, но и на Symbian 1, становится просто получать доступ к такому количеству русскоязычной литературы, что заскучать с телефоном точно не получится. На этом, собственно, наверное, обзор программы можно закончить. Еще раз повторяю, не очень много настроек, но зато есть огромное количество библиотек, и не надо лазить по сайтам, где-то что-то искать. В этом и преимущество этой программы. На этом все. Всем пока.